Добрый вечер. В эфире Prime на АТР. Это время разговоров на глубокие темы, осмысления смыслов. Я же начинаю заговариваться, потому что немножко смущаюсь, потому что со мной сидит человек очень мощного интеллекта. Это радио, теле и вообще журналист, известный всей Украине и, конечно, всем нашим зрителям. Андрей Куликов, привет. Салям алейкум. Алейкум салям. Я хочу сказать, начать эфир вообще этот необычно. Потому что, ну, все тебя знают как политического, там, журналиста, ты же вел дебаты, ну, такой, ну, ты очень такой, как бы, в определенной мере человек-памятник, ну, в профессии, да? Кстати, обратил внимание на твой галстук с тамгой. Да, это подарок друга, крымского татарина, который после оккупации Чтобы видно было, мы зрителям покинул покажем. полуостров. И я его надеваю не только на телеканал АТР. Практически любое мероприятие, которое я, скажем, модерирую, Мгм. я стараюсь не забыть надеть этот галстук. И ты не забываешь еще упоминать про Крым и крымских татар, где можно. Ты это Обязательно. знаю, да. Начать я все равно хочу не с этого. Это вообще странная история. Сейчас вам расскажу, вы удивитесь. Где-то года 2 назад я оказываюсь на концерте панк-группы «Шатур Гудур». Ее наши зрители, конечно, знают, особенно молодая часть. Это наши крымские, крымстарские ребята, которые занимается творчеством музыкальным в стиле панк-рок, в стиле недостаточно развитом в Украине, но очень развитом, например, в Америке, где есть там каналы, это целая индустрия, это огромный вообще целый пласт музыкальной культуры. Они поют только на крымском языке практически. И я думал, что там будут только хрымлы в этом концертном небольшом зале, и пошел туда просто со своими увидеться. И какое мое было удивление, когда я вижу Куликова там. Причем потом я понимаю, мне так стыдно, я ничего в этом не понимаю в музыке, совсем почти. Ну, мне нравится Шатур-Гудур, но это все, что я могу про них сказать. И Куликов мне такой подходит и говорит, ну, хорошо, типа, что пришел, потому что Шатур-Гудур — это самая профессиональная, самая классная панк-группа Украины. Я такой, я, конечно, кивнул. Вот, а почему? Выяснилось, что ты спец просто и фанат в хорошем смысле этой музыки. Расскажи. Ну, не именно панк-рок, а Мгм. рок-музыки вообще. Мгм. Панк — это одно из очень важных направлений. Я буду иногда сбиваться, потому что я хотел сказать один з найважливіших напрямків, да? Но одно из самых важных направлений. И особенная заслуга Шатур-Гудур в том, что, во-первых, они самоироничны, Мгм. как многие панк-музыканты. Во-вторых, они, конечно, в крымско-татарской музыкальной культуре являются первопроходцами. Я знаю, что в свое время, когда отличная арт-рок-группа «Фаэтон» начала записывать на крымско-татарском языке рок-песни Мгм. в жанре арт-рок, то есть рок искусный, не искусственный, там тоже традиционалисты говорили, это не наше, это не наше. А тем не менее, вот песни Фаэтона, такие, например, как «Али Майдамак» и некоторые другие, они до сих пор очень интересно слушаются. Ну, а Шатур-Гудур, во-первых, возьмем само название. Мне друзья сказали, что это шум и гам, да. Но действительно, как панки себя Ну, это могут панк-рок, называть? это закон жанра, Да, да, конечно. закон жанра. Обязательно. Кроме того, если послушать их внимательно, то ты различаешь там массу полутонов и обертонов. Мало того, что они приспосабливают традиционное крымско-татарское звучание языка и музыки к Да, это современным слышно в условиям, каждой композиции, да, да. так они еще туда прячут известные, например, рок-мелодии во всем мире. Вот они записали песню «Урал», народную крымско-татарскую Мгм. песню, она о тех ссылках, которые были еще даже до Мгм. 1944 года. И примерно с половины песни там уже четко идет «The House of the Rising Sun», да, таким подспудным течением. Хорошо владеют инструментами, хорошо поют, очень здорово, ну, со стихами обращаются.
если я не могу полностью судить о крымско-татарской части, то вот ты сказал, они почти исключительно поют на крымско-татарском. У них есть великолепная, очень глубокая песня «Лугат», Да, словарь. да, да, И вот как раз там вот, идет да, чередование украинских украинских и и крымских слов. Да. крымско-татарских. Мгм. И если ты очень хочешь, то ты можешь даже чего-то научиться из этой песни. Да. И вот там такое удивительное сочетание рифмования э, украинского, крымско-татарского, украинского. И оказывается, что и ритм у наших языков схожий, и можно и рифмы найти. Ну, конечно, если очень любить А крымско-татарский. ты читал переводы, да, их текстов? Да, я читал. Я читал, но даже не читал, мне ребята сами рассказывали. Я с ними в постоянном контакте. Практически всегда премьера какой-то песни, она происходит у меня в программе «Пора року» на Мгм. Громадском радио. Я очень их ценю. Но не только их. Да, я хотел спросить про вообще в целом крымскую культуру, крымско-татарскую, про то, что ты как ты о ней можешь судить. И, в принципе, ты же музыкальный критик тоже. Это так? Ну, Ну, можно так назвать. самоучка. Но все равно, да? Вот, расскажи твое видение нашей культуры, раз уж мы с этого начали, с музыки. Очень разнообразная. Конечно, большое искушение оставлять ее в рамках чего-то очень традиционного, потому что традиция, она у многих народов совершенно уникальная. И даже если мы находим что-то общее, и немало общего, например, в украинской и белорусской, украинской и польской, украинской и словацкой музыке, Мгм. все равно это свое. Они где-то переплетаются. Вот. И поэтому крымско-татарская музыка, особенно для нас, к ней не привыкших, она весьма Она особенная на самом деле, экзотична да. в хорошем смысле. Мгм. Но в том-то и дело, что самые передовые, самые выдающиеся исполнительницы и исполнители ваши, они осовременивают ее, не нарушая вот традиционного строя. Например, есть великолепный альбом, называется Conversation, да, разговор или Мгм. беседа. Мгм. Сары Халил and Рамазан Project. Это Мгм. Эльвира Сары Халил, которая поет, и Расим Рамазанов, который там композитор и играет на фортепиано. Это надо послушать, Вообще-то любому надо джаз, послушать, это да. джаз мирового уровня просто. Даже И так. не, ну я абсолютно в этом уверен. Кстати, Шатур Гудур, хотя кое-кто скажет, ну так это же джаз, а это панк-рок, Шатур Гудур это очень хороший международный уровень. Им бы еще вот пиару добавить. Если бы это еще была коммерческая музыка. Понимаешь? Мы же не в Америке живем. Ну, Да. ничего. А хип-хоп какой у вас? Это просто вот этот хип-хоп Керим, и там и Сейран, вот я до сих пор не знаю, как будет 7,62 по крымско-татарской, но пишется он Сейран 7,62, да? И Rednex Чаталов, и некоторые другие. Они по отдельности очень хороши. Собственно, мое увлечение крымско-татарским хип-хопом, оно началось с Керим Ватан Милет. Мгм. Ну, знаменитая Сейрана. композиция, да. Просто великолепно. Мощнейшая, правда. Вот именно, вот это то слово. Но кроме того, что она просто мощная, она же еще и музыкальная, что не всегда в хип-хопе и рэпе бывает. Ну вот. И тот же Реднекс Чаталов с его композицией «Все тільки починається». Да? И там, где есть еще одна композиция, вот, по-моему, тоже Реднекс Чаталова, где такие истеричные голоса, там идет на крымско-татарском слова, а истеричные голоса подвывают Крым наш!» И даже не понимая основного содержания песни, Всё ты понятно. понимаешь, о чем То, что она. называется великая сила искусства. Да, действительно. Еще расскажи твои оценки других наших исполнителей. Они все хорошие, поэтому как бы, Ну, из тех, кого знаешь, знаю, тем более есть, Украины, это... а знают-то совсем мало. Ну, знаешь, конечно, мало по сравнению с тем, как могло быть, да, но я считаю, например, что Джамала, она подняла уровень вообще вот музыки популярной. Она не опустилась на уровень попсы, а наоборот. Она подняла планочку-то. Уже стыдновато
как группа блестящие выступать какие-нибудь там или так далее. Кому стыдновато, кому нет. Но все равно, тем, стандарт кто она думает поняла. о коммерческом успехе, тем и не Но стыдновато. смотри, но Джамала все-таки, она же и успешная. Она и одновременно не попсня, да? Это вот такой, она это как-то, может, ты другое мнение имеешь, но она какую-то нашла грань такую, да, что она ни вокальную свою планку не опускает, ни музыкальную. Ее песня 44, 44, она до сих пор крутится в Австралии, в Израиле, я не знаю, в Бразилии. Это правда, мне звонят люди, рассказывают. То есть это классно спето было. Я Это добавил сделано, бы да. все-таки к Джамале и Эльвиру Конечно, Сарихалил, и однозначно. Эрнеса Сарихалила, Мгм. и вот этих ребят из хип-хоп Керем, Мгм. и Шатур Гудур, и тех, кого я сейчас вот так сходу вспомнить не Нет, могу. то, что мы кого-то не назвали, это совсем не значит, что этот человек там... Вот в том-то да. и дело. И тут мы должны задуматься над тем, почему люди, скажем так, не менее музыкально и культурно ценные, они не столь известны. Мгм. Понятно, что Джамале, с одной стороны, следует отдать должное и восхищаться тем, что она спела вот эту песню об изгнании, да, а с другой стороны, это подхватили не так потому, что это выдающаяся песня, как потому, что она на такую тему. А где как? Например, в странах, где даже не знают контекста, она... То есть она сразу как в нескольких зайцев, да? И в тех, кто просто музыку слышит, Мгм. и в тех, кто текст. Там же текст не прямой, и часть вот этой крымско-татарской, она же там непонятна большинству. И в то же время в ту аудиторию, про которую ты говоришь, которая это пропускает через сердце, и она и туда попала. Ты понимаешь? Каждый находит Да, свое. Вот, наверное, в но этом и есть такая ценность музыкального произведения талантливого. я, когда говорю обо всем этом, я имею в виду прежде всего иногда и только Украину. Я не знаю, как Я относятся... докладываю тебе, как Отлично. музыкальному критику, я тебе, как такой турист, который где-то там проездил, Мгм. просто у меня там сестра живет, там какие-то друзья, они заходят в супермаркеты и слышат Джамалу, они заходят, Отлично. они включают радио в машине, где-нибудь там, не знаю, в Калифорнии, слышат Мгм. Джамалу, при том, что там в тех странах, о которых мы говорим, музыкальных слоев развитых гораздо больше. Вот когда мы говорим про Шатур-Гудур, про панк-рок и так далее, мне очень, и с другой стороны, жалко этих парней. Почему? Потому что я знаю людей, вот вдумайтесь, индустрия, обложки альбомов для панк-групп, их рисование является отдельной подиндустрией в Америке, не говоря про каналы панк-рока, про фестивали панк-рока, где тысячи людей, десятки тысяч. У нас это представить невозможно, даже забитый зал какой-то большой. Вот мы все-таки из совка еще не Ну, уехали почему? до конца. Вспомни, сколько людей было тогда около исторического музея. Ну, Они не все, конечно, пришли на Шатур-Гудур, но, думаю, некоторые из них ушли с мыслью, я должна или должен еще туда Да, прийти. Вот. И в этом смысле мне очень обидно, когда эта музыка и этот язык не звучат на центральных украинских почему, телеканалах, как ты думаешь? радиостанциях. И что стоит для этого сделать? Для этого, ну, есть, скажем так, и законодательные меры. Я Ну, как все-таки вот считаю, что... с украинской мовой, Да, какую-то квоту додать, да, да? да, да, или, по крайней мере, ну, включить в общую квоту, которая на самом деле очень низка. 35%. А вот ты знаешь, что мы включены в квоту? Да, то есть если у нас вот квота украинской мовы, мы в любом соотношении крымско-татарской мовы, они просто как одно считаются. Здесь у нас, Насчет у вас. Да. А насчет других каналов, там есть двучитание. Потому что, когда закон разрабатывали, то обещали языки коренных народов Мгм. туда включить. Прежде всего, конечно, крымско-татарский. А потом, когда дошло дело до осуществления, то нет. Вот. Ну, что можно сделать? Во-первых, можно всячески это популяризировать. Ну, так как ты на радио это делаешь в Да. своей специальной музыкальной программе, у которой 100% есть свои фанаты во всей Украине. Каждое воскресенье, по крайней мере, одна крымско-татарская песня. Время скажи и канал, чтобы люди слушали. 17:07, Громадское радио. В Киеве это 90,4 FM. У нас есть передатчики в Луганской и Донецкой области. Вот. Ну, до Крыма мы не добиваем. Ну, слушай, сейчас но в интернет вот слушать можно. берешь просто и за 3 секунды, даже не зная частоты, просто находишь и все. И вот тут возникает очень интересная ситуация. Шатур-Гудур записали новый альбом, ну, мини-альбом, КПВВ он называется.
или я сейчас по-крымско-татарски не вспомню, как он точно называется, но там есть Хайрлы Улсун, что-то Мгм. счастливое пересечение, Мгм. да, Мгм. и так Мгм. далее. И у нас есть программа, которая выходит на украинском радио, я пригласил ребят, но для того, чтобы сыграть 3 или 4 песни из этого альбома, которые на крымско-татарском языке, я должен их уравновесить соответствующим количеством песен на украинском А языке. ты точно это знаешь? Я Да. консультировался. А он просто потому, что у нас равноценно считается украинская Ну, мова может быть, для и вас как раз крымско-татарская. сделано исключение. Да? Да, Ну, как бы там мгм. ни было, Мгм. поскольку я своим долгом считаю еще и популяризацию Да украинских тут, в песен, общем, ни одно другому, как да, говорят хорошие танцоры, не оно мешает. Да. должно как раз помогать. Знаешь, у меня был такой совершенно потрясающий эпизод с Джамалой. Она была у меня в эфире, но не в музыкальной программе, а у нас разные есть программы. Мы Крыму уделяем и крымским татарам, и другим людям, которые есть в Крыму, и суть вне Крыма, я считаю, маловато, но больше внимания, чем Чем в это в среднем, мягко Украине говоря, больше. происходит. Да. Да. И вот была у меня Джамала, мы с ней разговаривали, и я говорю, вы знаете, что есть очень интересная запись на украинском языке «Эй, Гузель Керим». Дети. Это Юлия Да, Кочура и «Дети Кочура Крыма». просто. Да, Это великолепно. забейте, кто не знает, забейте в Ютубе Гюзель Крым, украинскую мову, поют крымско-татарские и украинские дети под руководством Кочуры. Поют в оккупированном Крыму, это все снято. Я когда показываю, ну я же тоже такой Мгм. пропагандист чуть-чуть музыкальной культуры, насколько могу, но вот круг какой-то собирается, я ставлю эти клипы, у людей вот такие глаза, это надо показывать на всех телеканалах, ну хотя бы сколько-то раз в год, извини. Но задолго до этого ансамбль «Журбуриз» записал украинский перевод, ну, такой довольно вольный, но там передана Мгм, суть мгм. этой песни Вот это я не слышал на даже, кстати. украинском языке. И я его откопал в просторах интернета, и Джамали его заиграл, и она слушает и начинает подпевать. Ну, тут я, значит, микрофон немножко Она открываю, такая. и в результате появляется уникальная запись того, как Трека, да, такого. Джамала подпевает Класс. Журбаризу очень-очень хорошо. Я ее тогда спросил еще, чем пахнет Родина. Она сказала, что ее Родина пахнет морем. Ну да, Ну, да, она же южнобережная. да. А Ахтем Сейтаблаев на тот же вопрос, я его только 2 людям задавал, потому что перебирать тоже нехорошо, ты это отлично знаешь. Вот Ахтем сказал, что его родина пахнет лавандой. Я так задумался. Ты не задал вопрос, ну, чем пахнет мой Крым? Хм, хм. Я бы даже не запах сказал, знаешь, запах. Просто первый раз, когда я увидел Крым, это была степь. Я просто спрыгнул с туристического поезда, который там стоял в отстойнике на перешейке, где сейчас, ну, все вот это вот, такая КПВ, это вот это. Вот. И я просто для меня, я не помню, чем там пахло, но я просто землей обмазывался там, и отцу набирал в банку эту землю. Для меня скорее вот цвет и земля сама была, да. А еще для меня символ Крыма — это топчан металлический с деревом тоже, который разборный. Это топчан, на котором я сказал свое первое сознательное предложение, когда там сидели родственники в селе Уйчин на Манганской области. И он оттуда, в контейнере, он сейчас стоит, никому не скажу где, стоит у моих родственников в Крыму. Он прошел этот путь возвращения на родину. Он, понятно, что он был изготовлен там в Уйчах, там разобран, упакован, и он стоит, и он меня ждет, я знаю точно, это тот самый топчан. Он стоит во дворе у моих родственников. Но не все знают, где на Манганской области. Узбекистан. Вот. Да. И это, представить, это 1000 километров, через 5000. которые своим ходом крымские татары добирались. На машинах, на самолетах, отправляли контейнеры, последние деньги тратили, чтобы мы этот ад прошли. Это вот сейчас, конечно, сейчас у нас гораздо более другие проблемы, да, вызванные тем, что вот, как мой друг Павел Фиблюм выразился, нас этот Египет догнал. Вот мы бежали из этого рабства, да, в себе домой.
А Египет нас этот догнал. Не навечно, но догнал. Но спасибо тебе за то, что ты понимаешь, вот, как у нас устроена голова. Как мы вот... Я не уверен, что я понимаю, но я стараюсь. Ну а что ты не понимаешь? Мне кажется, вообще, знаешь, человека от нечеловека, который тоже может быть формальным homo sapiens, отличает одно только чувство. Это эмпатия. Если человек способен поставить себя на место другого, ну, значит, этот человек как бы... А если нет, то это позор цивилизации. Значит, вот человечество развивалось, а ты где-то там ответвился. И живешь там, что-то жуешь. М. Вот Юлия Кочула, кстати, записала еще Да? одно произведение. Вот-вот должна где-то 16-го, что ли. Мгм. Это потом вырежется. Да, вы слышали, да? То надо вот это, так сказать, да? А давай сначала Юлию Да. Кочул, да, да. Юлия Кочула еще одно произведение записала, тоже с детьми. И, в принципе, мне из Крыма довольно часто приходят сообщения о том, кто-то такую песню, кто-то такую, от Юлии больше Мгм. всего. Но вчера мне написала тоже моя сотрудница, что на нее вышли какие-то ребята из Крыма, которые там пишут, и которые не мирятся с тем, что происходит. Там много людей, кто не мирится. И нам наша обязанность, собственно, зачем мы тут сидим? Да? Зачем ты сидишь у микрофона там где-то? Зачем я даю эти интервью? Зачем я беру эти интервью? Зачем? Потому что оставлять людей... Вот только мерзавец может сказать, мне все равно про Крым. Только мерзавец может сказать, это ваша проблема. Я даже, знаешь, считаю таким, ну, может, люди несознательно, некоторые говорят, определенным образом такое преступлением, когда говорят, да, пусть крымские татары, надо, чтобы Крым был, чтобы был ваш отдельный от Украины. Я говорю, минуточку, вы хотите нас бросить, что ли? Вы хотите нас оставить на одного по отношению к 10? С оккупантами, которые туда 250 лет приезжали, да? Вы как хотите? Нет. Нельзя, знаешь, плохой, может, пример, но нельзя, я часто пример, уже нельзя, значит, украли бандиты твоего ребенка, а ты такой, ну, мальчик, начинай взрослую жизнь, там, становись на ноги и так далее. Нельзя. Что ты монолог какой-то зафигачил большой. Ну и правильно. Ну, я же у тебя интервью. Что? Я же у тебя, я же с тобой Так разговариваю. у меня же одно из главных достоинств, что я слушать умею. Да, этим пользуются некоторые политики тоже. Да, ты же, они любят тебя приглашать ведущим, модератором и так далее. А вот ты же много вел таких всяких там этих, ну, дебатов, там, мостов всяких, да? По тебе не видно, это точно. Ты натренированный человек. Иногда хотелось сказать, или как часто хотелось сказать, ну заткни, что ты врешь. Не, ну прям так заткнись, что Ну, ты не, врешь. я же не говорю, что ты сказал Нет. бы это, но просто, ну. Ну, бывало, на самом деле, я указывал на то, что информация недостоверная, то есть все бывало. Я хочу перейти просто к другой теме, от музыки, в другое, в журналистику. Ну, потому что для меня ты человек, который во многом олицетворяет какие-то многими забытые какие-то даже стандарты, потому что даже слово стандарт уже извратили, уже все перевернуто с ног на голову. Скажи мне, почему наша журналистика, на мой взгляд, меньше развилась вот за эти годы с Майдана, чем могла бы. И, на мой взгляд, наша журналистика в целом отстает от развития общества. Это мое оценочное суждение. Может, я не прав. Я во многом с тобой согласен, хотя особенно я над этим не задумываюсь, потому что работы довольно много, да. И я пытаюсь и коллег таких находить, и мы пытаемся как раз развивать журналистику. Я знаю многих людей в Украине, которые это делают, и некоторые эти средства массовой коммуникации это делают. Почему недостаточно развилось? А знаешь, мы в очередной раз поверили, что дело сделано. Мгм. Да. Вот в свое время после оранжевой революции Тоже пришел, поверили. да, Да. пришел дядя Витя. Мы поверили, все. И вот это у нас бывает довольно часто. Народ собирается, делает героические усилия, достигает тактической победы, а потом святая вера в то,
что привели к власти тех, кого нужно. Я Мгм. тебе скажу сам, я долго-долго не поддавался очарованию политиков, да, ни тех, ни других, но некоторых из них я видел на Майдане. У некоторых из них в самые опасные дни, ну не самые, там, Мгм. не 20 числа февраля, но тем не менее, я брал интервью. И мне казалось, что уж эти-то не подведут, Мгм. да, а потом оказалось, что нет. Я это немного и на себе знаю, потому что когда получаешь доступ к чему-то, чего не имеют другие люди, искушение бывает очень велико. Ну вот, и тут нужно вовремя сказать себе, нет, так нельзя, потому что еще один шаг, и тебя уже не будет. Да? И поэтому мы тоже, как журналистки и журналисты, решили, что теперь у власти те люди, которые нас понимают. Те люди, которые, как и мы, хотят развития свободы слова, хотят того, чтобы не приходилось лгать, и будут в этом, ну, может быть, даже и примером. Но оказалось, что это не так. Знаешь, какой символ власти есть в Украине неофициальный? Ну, наверное, кто-то скажет грабли, а я скажу, что ванна с подогретой водой. М, Ее, мне кажется, даже вот в момент смены власти, смены там в парламентских каких-то раскладов, да, может, это одна у них ванна общая, может, в парламенте одна, в Уреде там другая, здесь мгм, третья, но их даже не перестают нагревать. То есть вот приходит другой, казалось бы, человек, она уже тепленькая стоит, мгм. ты понимаешь? И как-то все быстро привыкают, какой-то такой комфортной на температуры, что вот как я видел, не хочу даже фамилий никаких называть, но как я видел вот этих заглядывающих якобы в рот, так они же всем и заглядывают подряд. А потом на них же и топчутся. А потом опять их зовут заглядывать в рот. А потом они опять на них топчутся. Почему так? Ну неужели нельзя сказать, один раз выдохнуть и сказать, хочу быть честным, действительно. Хочу, чтобы я не боюсь острых вопросов, потому что мне нечего скрывать. Почему мы ходим по этому? Ну, это, в принципе, это замкнутый круг в определенной мере. Может, Ну, прогресс и есть, но... здесь есть и человеческая психология, и непонимание того, и непривычка к тому, что правда выигрышна. Мгм, мгм. Вот, я В конце работаю. концов-то она выигрышна, да, Да, стратегически. я работаю, например, с государственными служащими, там, с прокуратурой в свое время работал в этом смысле, как общаться с О, средствами слушай, массовой правда, да? коммуникации. Есть Да, такая потребность, и тебя приглашали... да, да. Именно не пиарщика, потому что пиарщик Не, научит плохому. Пиарщик научит, дай денег, обмани и отползи. На самом деле, как только ты дал денег, к тебе уже не относятся как к нормальному человеку. Ну, ну, окей. Да. и когда с ними говоришь, и особенно если это происходит не раз и не два, а хотя бы в Мгм. течение там недели или какого-то продолжительного семинара, или ты через месяц к ним приезжаешь, они начинают понимать, да. Мгм. И у меня есть примеры того, как эти люди первыми выносили на обсуждение те проблемы, которые у них есть. Не так, что нас обрехали, да, а вот у нас то-то и то-то, и мы пока что не знаем, что с этим делать. Или мы начали то-то и то-то, но есть такие трудности и так далее. Вот если первым раскрываешь свои проблемы Ты и... обезоруживаешь противника. М? Да, Обезоруживаешь ну, противника. Да. инициатива за тобой, инициатива за тобой. Вот нет двух вещей у нас. Ну, в широком смысле слова. У нас нет института репутации, который намного важнее всех остальных, вот даже законодательно определенных институтов. То есть, на мой взгляд, репутация это важнее, чем, извини меня, и Верховная Рада, и офис президента, и правительство. Потому что люди могут перемещаться из одного здания в другое, могут покидать их, могут возвращаться. Да? Но если у тебя нет репутации, ну, как-то и ты безответственный. То есть, если тебе нечего терять, если ты все знают уже, что ты такой секой проходимец и можешь и так, то, в принципе, как бы, ну, ничего не меняется. И это самая еще важная подрепутационная вещь такая, нет культуры и признания ошибок. Вот ты хоть тресни пополам. Вот они будут надуваться, они будут скрежетать челюстями, будут понимать, что они вот в дерьме, да, кувыркаются. И еще больше их засасывает этот вот, как бы вот эта воронка грязная оправданий. Вы меня неправильно поняли. Там, да не тебя неправильно поняли, ты неправильно сказал. И когда что-то кого-то... У меня просто... Мы же с тобой старые люди уже, да? Но вот когда тебя журналисты, когда
неправильно По поняли. волосам у тебя не видать. Ну, это Ну, вообще... правда, может- короткая стрижка, она Да, помогает. я специально так делаю, да. 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 Ну, короче, не в этом дело. Ты меня сбил. Ну, в общем, Ну, знаешь, это тоже. Да, искусство понял, сбить Муждабаева это не каждый может. Ну, смотри. Так вот, я Ну. тебе скажу, почему я люблю прямой эфир и молодым коллегам или младшим коллегам, я говорю, если у вас есть возможность, выбирайте прямой эфир. Потому что в прямом Всегда, эфире ты, когда ошибся, ты можешь поправиться. Сразу. Еще, ну да, еще до того, как все закончится. Или сразу, или немножко позже ты понял, что к чему. Но это возможность. И мне приходилось и в течение прямого эфира поправляться и признавать ошибку. А вот если, предположим, оно все равно тебя догонит. Я с этим встречался. И я очень, на самом деле, учился журналистике на собственных ошибках. И меня именно собственные ошибки, иногда злонамеренные, а иногда не злонамеренные, научили намного больше, чем вся теория. Но я же не обучался. Слушай, для меня то же самое. Но есть же такой постулат, вот просто это, что у нас, вот вроде мы такие же, и действительно, Украина, я уверен, абсолютно европейская, западная страна, но есть вещи, которые от совка нас вот тянут еще, да. Значит, извинился слабый, политик извинился слабак. Допустим, если бы, ну, не буду говорить фамилии, любой предыдущий президент признавал ошибки, при том не упорствовал до конца, а признавал вовремя, то он и не подходил бы к выборам с такими антирейтингами, которые уже, когда это накопилось, когда вот тут уже, ты уже с этим никуда не плывешь уже, все, да, и не повторяют то и то же. Я помню просто я прочитал переводные статьи американских авторов про культуру извинения, ну, конкретно журналистов, газет за свои ошибки. Там считается, что чем откровеннее, чем искреннее, чем быстрее, и чем, как бы сказать, не перекладывая ответственность на других, ты извинишься, потому что если тебя не поняли правильно, виноват ты. Ты дал возможность себя неправильно понять. А не это. Меня опять неправильно поняли. Так, знаешь, вот у нас есть там в парламенте один человек, его все время неправильно понимает. Ну, может, ты говоришь как-то не так, чувак. Ну, это хорошо, если один такой человек. Да не один. Да. Некоторые просто сформулировать мысли не могут. Их отчаялись уже понять как-то. Вот. На каком уровне находится политическая культура у нас? Мы можем с какой-то страной себя сравнить? Или мы какой-то вообще особый я же путь не у так нас? много видел стран, понимаешь? Дело в том, что если начинать копать глубоко, то, в принципе, подобные нашим явления находят в любой стране, которую я знаю. А иногда просто поражает то, какое правонарушение или проступок считаются непростимыми в другой стране. Да, но это такие как бы, ну... Я приведу конкретный Давай, пример. вот Я работал в Британии, естественно, я следил за местной политической жизнью. И вот там начинается проверка того, как парламентарии из всех партий, это называлось как там межпартийная или что-то такое проверка, расходуют деньги, выданные им на обеспечение их парламентской деятельности. На помощников, на поездки. Да. И вот оказывается, что, например, один из них арендовал квартиру для мамы. Это проступок и серьезный проступок. Другой вообще построил домик для своих домашних уток на прудике. Ты ж мой хороший любитель животных. Ну, третий и четвертый наняли своих племянниц и племянников и так далее. И так далее. Водителей. Но и тогда двое из правящей партии и трое из главной оппозиционной партии сели в тюрьму. То есть это не просто была политическая ответственность, это уголовка? Так в том-то и дело. Они расходуют бюджетные деньги. Пусть даже в не таких огромных количествах. Ну, сколько там дом для уток? Вот я же говорю. Вот да. каких ласк не хватает нашим политикам для того, чтобы стать людьми. И еще один пример. Был большой скандал. Я не помню, правда, в этот раз они не сели, потому что это были не бюджетные деньги. Но за то, чтобы поставить премьер-министру нужные кому-то вопросы, трое депутатов парламента взяли по 1000 фунтов. Сравнить это с теми деньгами, которые, как нам говорят, курсируют в украинском парламенте. Ну что такое 1000 фунтов? Я понимаю, да, 36 тысяч или 38 тысяч гривен – это для многих из нас деньги немалые. Но
Да. С чем сравнивать? Да. Смотри, но давай политиков. Можно подумать, что вот мы про политиков. У нас в своем цеху, если это цехом еще можно назвать, а не публичным домом, Ну, я это есть все-таки называю гильдией. слово красивое. Но часто мы видим, что и другие называют, это, кстати, очень вредно, когда называют журналистами, называют явления не своими именами. И когда телевизионного шоумена или очень продажную какую-нибудь там шоу-вумен, независимо там женщина, мужчина, не имеет значения, да, шоумен, они все равно. Значит, они, ну, просто клейма ставить негде. И между нами все знают, и как заносит, и от кого там заносит, и что там, и они работали там на пророссийских каналах, где просто Украину сравнивали с землей, да. Потом пошли типа на другие каналы, и там они уже другие. Потом они берут значит, редакторов пытаются редактировать Википедию, выкинуть вот эти свои страницы, где они бабло зарабатывали, но как бы теперь стыдно стало, да, и как-то очиститься, такой свежий из баньки вышел, да. Мы же их тоже все многих знаем, да. Есть ли вообще украинское чистое, такое понятное и ответственное сообщество журналистское? У меня, к сожалению, есть ощущение, что как сообщество есть отдельные люди, отдельные какие-то компании, но сообщества такого нет. Ну, значит, есть уже, как это, подставы, основания для того, чтобы это сообщество возникало. Нам просто нужно чаще друг с другом Смотри, но сотрудничать. есть проблема. Может, не знаю, сколько интересно зрителям будет слышать, но, например, я не пойду в действующий союз журналистов Украины. Не надо. Ну, просто не пойду, а он член международных организаций. И его же, я не пойду просто потому, что там не прошел процесс очищения. Я опять фамилии называть не буду, но люди говорили, давайте дружить с русскими, давайте семинары, обсудим, значит, наше восстановление отношений. Какие восстановления отношений? У тебя война. Что ты несешь, да? И я не хочу туда. Но нет никаких, есть там какие-то журналистские этики, наши комитеты, да, но они тоже не универсальны, они тоже не мало реальных авторитетов таких, вот, чтобы сказал, и даже такой понтовый из себя телеведущий какой-нибудь, или там скажет, ну да, вот если этот сказал, ну тогда действительно, может, мне стоит извиниться там, или измениться, да. Ну что с этим делать? Это же очень влияет вообще, и на политику в том числе, между прочим. Я тоже не член Союза журналистов. Ну, может быть, не по той причине, которую ты называешь. Мне, на самом деле, я считаю, это не нужно. Потому что, на мой взгляд, Союз журналистов должен быть ближе к профсоюзу, чем к так называемому творческому союзу. Это же тоже наследие Совка-то, на самом деле. Что такое творческий союз? Вот. Наследие Совка Ну, в да. чистом виде. В Британии, например, есть два профессиональных союза, которые объединяют журналистов. Причем они немножко разнятся. Один – это больше журналисты и некоторые так называемые технические работники, а другой, наоборот, больше так называемые технические работники. Почему так называемые? Потому что они все очень творческие на самом деле. И режиссеры, и звукорежиссеры, все это очень творческие люди. И да, ну, связано с тем, что первый он организовывался, когда еще преобладала газетная журналистика. Понятно, там, да. Потом уже электронные а потом СМИ появились люди, которые технику знают, и так далее, и так далее. Вот. Они устраивают и забастовки, и пикеты, и принимают участие в чем? В подписании трудовых соглашений, журналистских коллективов с хозяевами. Слушай, я даже не про это сейчас. Я вот про и это, про да? это важный факт. Ну, то есть тогда нивелируется проблема проблема собственности. То есть даже если какой-то бизнесмен, но и действует общие правила, и он понимает, что все равно не будут пытаться влиять, да, но есть Конечно. определенные межи, которые ему не дадут перейти. Просто вот эти старые профсоюзы, да, они и тот старый наверняка, ну плюс традиции британской этой прессы, англосаксонской, они не дадут даже самому наглому хозяину, не дадут перейти определенную границу. Но я даже не про это говорю сейчас, не про профсоюзность, да, а про то, что у нас, вот мне так всегда стыдно бывает. Я, вот честно, в этих вещах под названием срачи вообще не участвую. По-моему, ты тоже не участвовал никогда. Никогда. Да? Я категорически не ругаю проукраинских людей, даже если они заблуждаются, или если это делают очень аккуратно. Потому что я вижу угрозу не с этой стороны. Ну, глупо, я не знаю,
мы с тобой будем драться, когда у нас там огнемет к нам пристраивают, да, с той стороны. Как-то надо находить какой-то компромисс на основе разума, чего-то. Это тоже вопрос какой-то зрелости времени, да, что люди свои самолюбие ставят выше там каких-то, не знаю, там, правил профессии, уважения к коллегам и так далее. Иногда они просто слишком долго пытались и серьезно пытались что-то сделать, а им не удавалось по разным причинам. И поэтому, почему в свое время у нас так бурно расцвело блогерство? Да, человек 3, 4, 5 раз попытался опубликовать что-то серьезное в традиционном средстве массовой коммуникации. Не вышло. Ну ладно, есть там Facebook, то все написал, назвал это блогом, а потом это затягивает. Это путь, в общем-то, наименьшего сопротивления. Но это по-человечески понятно. Вот. А если мы хотим изменять ситуацию, то нужно делать такие штуки, как АТР, как громадське радио, как громадське, когда-то громадське телебачення, теперь оно просто громадське. Ну, где, то есть, где нет такого понятия, чтобы там начальник сказал, вот делай так, этого не делай, да? Вот Ну, мы такого вообще никогда не иногда слышали. оно возникает, конечно. Тут, Ну, как система, я имею в да, виду. как системы такого нет. И это инициатива снизу. И это очень и очень ценно. Кстати, вот если припомнить времена Майдана, тогда ведь не только громадське телебачення возникло, были и другие проекты подобные. Спільно бачення было Гром ТБ и еще что-то. Где они сейчас? Но они вообще, да, удержалось громадське, которое теперь громадське UA, потому что оно действительно было объединением людей, которые, ну не то, что они мыслят одинаково, но они в одном направлении Но оттуда работают. тоже ушло очень много людей, которых мы знаем, да, и тоже это противоестественно, на мой взгляд, было, потому что, ну, просто жалко было смотреть, как настоящие, реальные звезды, проверенные Майданом, проверенные войной, да, это все осыпалось, 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 и в итоге все-таки тоже Громадское могло стать огромным независимым общественным СМИ. Имело шанс такой. Для этого нужна была поддержка общественности и деньги. Да? Не будем Да, вопрос на денег, это закрывать. да, он самый такой болезненный, главный. Украинская журналистика, за редкими исключениями, за очень редкими исключениями, это за исключениями, которые даже погрешность не составляют. Это вообще не про бизнес. Нет такого, чтобы почти нет такого, что тебя финансируют полностью зрители. Вот. Ну и как с этим быть? Вот есть варианты, допустим, Патреона, да, есть какие-то еще варианты. У тебя есть какой-то рецепт? Или мы так и будем вот по старинке рассуждать? Ну, рецепт у меня есть, но на его осуществление необходимы десятки лет. И надо просто готовиться к тому, что его действительно придется десятки лет осуществлять. Скажи. Нет, мне все Ну интересно. как? Постепенно, вот, например, наше громадское радио, да, оно 95% бюджета, до недавнего времени 97, а то и 98, это гранты иностранных в основном организаций. Чуть-чуть от украинских организаций, да, вот от Украинского культурного фонда было, еще там от пары организаций. И надо постепенно эту часть уменьшать, увеличивать часть, если ты действительно представляешь и хочешь представлять интересы громады или общины, там, как это назвать, полагаться на их поддержку. В Соединенных Штатах очень многие общественные радиостанции, они постоянно подпитываются своими слушательницами и слушателями. Ну и коммерческая, честная коммерческая деятельность. Нужно это делать. Но я думаю, что, знаешь, Но может, это- может и не десятки лет, может и не десятки. Может, это еще, знаешь, с чем связано? Ну, почему в Америке много этого? Ну, там человек может себе позволить $20 в месяц перечислять кому-то, Ну, да, с или одной 30 стороны, даже, да. С другой Он не стеснен, он чувствует себя, сам себя уважает за то, что он любимая радиостанция, любимый там, да, даешь. У нас тоже это все-таки началось. Потом есть вторая идея, это подписки с определенными преференциями тем людям, которые помогают. Это тоже пока мало, но растет, растет, растет все равно. Я не знаю, бизнес это, ну, процентов не знаю, где у кого, но я тоже это вижу. И вообще, если честно, если этого не будет, то вообще нет шансов сберечь классические СМИ. Ну, а как?
Это дорого. Классические СМИ — это дорого. Это же не блогерство. В блогерстве что тебе нужно? Микрофон, палка, ну и мозги, конечно, безусловно. Но дело в Бэкграунд, том, да. что и в рамках традиционных, так называемых средств массовой коммуникации, возможно изготовление продукта с помощью палки, микрофона и так далее. Просто нужно меру знать, в соответствующей пропорции это делать. И так называемый контент, на самом деле содержание, или вмист, если по-украински, Мгм. он может быть в значительной мере изготовлен с помощью аудитории. Это как? Ну как? Ну любой звонок в радиостудию Мгм. от слушательницы или слушателя — это уже помощь. А кстати, вот, ты знаешь, я что заметил? В отличие от прежних времен, раньше много, я прошу прощения, психически неуравновешенных людей звонило, писало в газеты. Я когда пошел в газету, там, ну, у нас была целая рубрика, значит, одно нормальное письмо на 10 писем ну, людей просто из-за Знакомая проблемы картина, медицины, да, просто советской вот этой, которая была карательной в основном, психиатрия. Они нормальных людей не лечили, ну, людей просто больных не лечили. Сейчас я слушаю звонки в студии канала АТР во время эфиров, я читаю комментарии во время трансляции в Ютубе, да, я слышу звонки на радио. Слушай, люди раскрепостились, люди нормальные, абсолютно вменяемые, формулирующие свои мысли не хуже нас с тобой, звонят и иногда так помогают и становятся активными участниками. Это интерактивное уже как бы медиа. Вот в этом тоже выход, наверное. И это выход, Да. и это выход, который не сам по себе появился, а в результате нашей с тобой и наших коллег работы. Если бы мы не предлагали людям такую возможность, то и ответа бы не было. А скажи, пожалуйста, вот помнишь этот фильм, не буду название называть, потому что там название одного города, который, в общем, меня предал, но там есть такой... Кстати, я этот фильм никогда не любил. Молодец. Ты был И всегда там, умным, в я отличие скажу, от... у нас иногда многое происходит заблуждений из-за неправильного перевода. Мгм. Этот фильм выдавали как такой, который получил, ну, если я правильно понял, который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм. Мгм. На самом деле это не так. Потому что номинация называется «Лучший фильм на иностранном Странном языке». Да. То есть это и сразу отметает конкуренцию и с британскими, Точно. и с канадскими, Точно, и точно, там с другими точно, фильмами, точно, австралийскими и так далее. Точно, точно. Это огромный мир Ну кинематографа. да. Вот, да, ты угадал, конечно. И там один из главных героев, таких полутрагических, говорит: вот будет время, когда не будет ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение. Мгм. А вот что-то нет, что-то все-таки сохранилось. Ты вот тут мудрый человек, да? Ну, на мой взгляд. У тебя есть какой-то прогноз вообще в целом развития медиа? Что вот все же быстро меняется. Вот интернет, вот кажется, что давно. Но я многих своих публикаций не могу найти, потому что их просто не существует в интернете. Мгм. Да? Вот. А что будет через 5-10 лет с А что, журналистикой? на последнюю страницу интернета приходилось попадать? Что это такое? Ну, очаровательная шутка такая. Набираешь что-то, а тебе высвечивается: вы достигли последней страницы Страница интернета. интернета. Да, дальше уже некуда. Я думаю, что принципы останутся те же самые, пропорция изменится. Мгм. Для меня одним из примеров есть, скажем, падение, а потом взлет, возвращение традиционного кинематографа. Ну, если я припоминаю, и ты, наверное, помнишь, ну, ты когда в Украину и в Крым приехал? Я в Украину переехал в Киев в 15-м. В Мгм. начале, ну, в первой половине 15. Ну, вот припоминая конец 80-х, начало 90-х, появились видеомагнитофоны. Так, Появилась возможность смотреть что-то иное. да. Кинотеатры Был пошли, момент. пошли в Помнишь, спад. видеосалоны Ну, были? Да. конечно, да. Ну, вот. Потом появились видеомагнитофоны, которые уже достаточно дешево, ну, по крайней мере, не очень дорого можно было купить себе. Мгм. Упали видеосалоны, смотрим дома, Дома, зачем да. куда-то идти, прекрасно, все хорошо.
кинотеатры тем временем и вся эта индустрия показу перестраивается. Мгм. Появляется Dolby Surround, появляются удобные кресла, массово идет попкорн и так далее, и Да, так далее. да, а был момент, просто вот ты не знаю, что спросил, мне кажется, это одновременно происходило во всех постсоветских странах, где бы ты ни находился. Был момент, когда в некоторые кинотеатры просто превратились в сараи, там, или Ну, там просто запустение было, реально, как после бомбежки. Некоторые, правда, до сих пор не восстановились, но много кинотеатров, сейчас это такая индустрия. ну Успешная. Ты вот. думаешь, что у нас еще есть шанс на сохранение каких-то классических СМИ, не только Да, есть, блогов? конечно. Ну, тут от страны к стране изменяется. Вот у нас, например, газета в основном была всегда, за исключением еженедельников, это тонкая, Да, там это на особенность 3-4, украинских 2 медиа. Да, листа. да, Да. А в Британии, в Италии, во Франции, в Канаде, да, это же вот такое. да. И в последнюю свою поездку в Европейский Союз, которая была, к сожалению, довольно давно, вот, я просто видел, как в Италии люди завтракают. Да, Так у них основное за завтраком это не инстинкт такой, круассан, это знаешь, а вот инстинкт, да. такенная газета. И есть еще особенности у всех стран разные. У нас своя особенность. Действительно, Украина всегда была скорее телевизионной страной, чем печатной, да. Мгм. Финляндия вообще там из-за того, что язык финский мало кто использует, кроме них самих, ну, может, Мгм. чуть эстонцы еще читают. У них две газеты основных, очень независимых, очень толстых, и весь трамвай, значит, в этих газетах, там все, да. Но мы, я боюсь, не боюсь, мы просто к этому уже не вернемся. Наш путь это все-таки цифровая журналистика в любом случае. Ну, Но, тем не да. менее, и печатные останутся, и радио, и телевидение останутся. И когда мы говорим, например, о цифровых платформах и о том, что, мол, телевизор сейчас никто не видит, не смотрит, телевизор может быть, Мгм. но телевидение смотрят. Да, то есть Оно оно перешло туда, раздробилось, да. да. То есть вот цельно, ну, сложно себе представить, ну, кроме каких-нибудь бездельников или, может быть, людей, которые не могут выйти из дома, там, или пожилых людей, да, ну, Мгм. сложно себе представить человека, который так включает утром и такой начал смотреть, да. Но просто этот контент теперь нарезанный, лежит на прилавке, просто здесь лежит. И ты берешь уже, но уже тут идет горизонтальное такое потребление. Ты не обязательно один канал смотришь, Мгм. да, а ты выбираешь из разных каналов то, что тебе нравится. Ну, в принципе, это и раньше было, поклацать пультом. Что там было клацать-то? О, ну не скажи, я тебе приведу один пример, который меня очень поразил в свое время и за который я до сих пор телеканалу АТР очень благодарен. Я не помню, какой это был год, но уже после аннексии Крыма и после того, как вы переехали в Киев, вот, был Новый год. Ну, на Новый год я, как человек советской формации, конечно, все равно сажусь к телевизору и начинаю Мгм, клацать. мгм. Может быть, с 16 на 17, что-то мне такое кажется. И я просто хотел посмотреть концерт, в котором была бы украинская музыка, украинское содержание, да, хорошая при этом музыка. И я переклацал все, там 15 или 20 каналов, которые у меня тогда были в телевидении, и ни на одном я не нашел того, что я хотел, пока я не попал на крымско-татарский телеканал АТР. И там был потрясающий концерт двух культур, и там было парное ведение. Ну, понятно, что это, в общем-то, ход весьма логичный. Но он отвечал моим вот как-то потребам, моим нужным, Мгм. потому что с крымско-татарского телеканала я получил массу украинского искусства. Плюс очень мудро там было крымско-татарское содержание. Там, по-моему, парень говорил по-украински, а Мгм. девушка говорила по-крымско-татарски. В общем, я с огромным удовольствием посмотрел этот концерт. Единственный в ту новогоднюю ночь, где я мог получить то, что я хотел. Потом по инерции я посмотрел уже чисто крымско-татарские песни и Мгм. танцы народные. Это было очень интересно, но, возможно, я бы не стал это смотреть, если бы не было предварительно вот этого хода. Ну и вошел во вкус. Думаю, что же мне дальше покажет телеканал АТР. И тут у меня наступает это о первых впечатлениях, которые бывают обманчивы.
резкое разочарование. Потому что на экране появляется заставка хорошего комедийного фильма «Джентльмены удачи». И вдруг все там говорят по-крымско-татарски. Вот это как раз разочарование было то, что я подумал, ну вот опять будут советскую комедию показывать. И вдруг там льется такой дубляж потрясающий. Супер, да. АТР Просто это супер. умеет делать. Причем Леонов, он говорит Похожим по-крымско-татарски, голосом, да, но похожим голосом голосом, да. Леонова, там Крамер и так Да, далее, и да, так да. далее. Слушай, и поскольку я этот фильм, конечно, знаю почти на память, я с огромным удовольствием посмотрел его на крымско-татарском языке. Вот как можно применяться к условиям и как в то же время развивать не только интерес других людей, которые, может быть, не воспринимают или, наоборот, как я, хотят воспринимать, но пока не умеют. И своим напоминать, и демонстрировать, насколько развит, предположим, свой язык, своя культура, что они могут такое вот сделать. В общем, я был совершенно очарован. Запомнил, правда, только Никола Питерле, Никола Питерский, да. Но некоторые слова узнавал. А главное, что я же знал, на самом деле, о чем говорят. И следующий фильм, какой-то американский фильм на крымско-татарском языке. Может быть, «Патриот»? Нет, это был новогодний такой, да. Но его я уже смотреть не стал, потому что американских фильмов я не Ой, смотрю. спасибо тебе за эти воспоминания. Это просто самое сильное впечатление вот той новогодней ночи. Пример того, как небольшой, в принципе, канал может на самом деле сделать то, что называется отпечаток. Да? Отпечаток на одном человеке, отпечаток в телевизионном пространстве вообще, и отпечаток для нашего понимания общего или попытки понять, что происходит. Вопрос в том, почему об этом, предположим, ну, я об этом там было в паре интервью обязательно упоминал, и для, по-моему, «Детектор медиа» и так далее, что люди должны знать. Люди имеют право знать. Но, в принципе, все равно к этому было мало участия, мало внимания. И хотя проблема того, что не было украинского содержания на телевидении в ту ночь, довольно широко обсуждалась, то поставить как позитивный пример, положительный пример, вот этот АТР в тот момент не всем, скажем так, Ну, пришло. спасибо тебе, что ты замечаешь такие вещи. Но тот ты мудрый человек, как я не ошибочно сказал, что суть часто вроде как в мелочах. А на самом деле они имеют огромное значение. Благодарю, что пришел. Вот видите, тут даже мне говорить больше ничего не надо. Телевизионный гуру, на самом деле, с репутацией, с таким колоссальным опытом, не то, что тут некоторые вот сидят тут, вот, сказал то, что я вот так извне даже и не сформулировал бы, изнутри, вернее, да. Я благодарю вас за то, что вы поддерживаете телеканал АТР, канал, по выражению моего сегодняшнего гостя, особенный и высокоуровневый, и создающий новые смыслы, идущий совершенно особенным путем, очень трудным, да. Но с вашей помощью мы обязательно его пройдем. Благодарю, что подписываетесь на Patreon, что смотрите, репостите, советуете друзьям. Наша аудитория растет, и прирастает она за счет цельных людей, патриотичных. Ну, а иначе и нет смысла. Мы ж тут не какие-то там частушки спеваем. Всего доброго. До новых встреч на телеканале АТР.